Так, микрофондорду жандыратам. Кыязбайке саламатсызбы? Микрофондорду жандырып койдум, эгер сүйлөйм десеңер, суроо берем десеңер да, бир нерсе. Саламат Вулкан эже. Саламатсыңарбы? Так, ким сүйлөп атат болду экен? Алия Алышбаева, сизге жазылган, бирок бара албай калдым да. Да, и понятно. Ой. Так, а вы завтра, если что, офиске загляните, мен эртең болом офисте түштөн кийин. Саат 2-де болом да. Ну, то есть, чуть пораньше приду, 12-ден 2-ге чейин просто занята буду. Хорошо, в 2 часа подойду. Да, если есть возможность, да, приходите, пообщаемся. Так, сейчас, минуточку. Вы просто сначала говорили, что в 18 будет, и я после работы как бы успевала, а потом на 15 подвинули, и я уже не смогла освободиться. Да, вот я тоже, последний день, короче, ему колды, там передвинули вообще, прям, я тоже, честно. Онлайн до отуру. Так обидно было. И не говорите. Я теперь, когда узнала, думала отменить, что ли, да жаман было. А потом думала, ладно, ну что теперь делать. Бирок келиптир балдары. Жакшы, у вас там хороший там еще человечек был, который тоже свою стратегию показывал, я видела. Да, көрдүңөрбү? Ооба, көрдүм. Я же говорю, я сидела, прям локти кусала, думаю, ну почему я не там, депчи? Ничего, не переживайте, Алия, вы уж со следующий мастер-класс, я же буду где-то, я не знаю, через недели 2-3, наверное, ошондо чакырап. Я на вечер сделаю, я же и так на 18:00 делала, баягы как отменили, пришлось на 15:00. Иншаллах, буйруаны болот да. Так, надо было. Да, значит так, да, ага. А я кстати, запись вечер выложила уж группа в FX Start, да, вот этой. Вы видели, да? Я и так онлайн мастер-класс полностью с начала до конца видела. Ну хорошо, ага. Молодцы. Ну там у меня временами, вы где, через Телеграм, да, что-то интернет меня выкидывал, оказывается, да? Да, через Телеграм смотрела. Нет, Телеграм не выкидывала. Я смотрю, что-то мне менеджер говорит, тебя, говорит, в Телеграме не видно, говорит. Ой, то есть то картинка пропадала, то звук. Я каждый раз заходила, перепроверяла. Смотрела, раз жоқ, картинка жоқ, звук жоқ. Телеграмдан эле карадым, Кудайга шүгүр. Сонун жакты баары. Рахмат. Доступно на человеческом языке, все рассказывайте без пафоса, дегендей, как своя ледежка. Вообще волшебно было. Ну, очень приятно очень слушать. Если вы видели, то я как румяный блин сижу туда, улыбаюсь. Румяный улыбаться, да. 4 года болгондон кийин. Да, приятно, конечно. Ну, сейчас я, честно говоря, как-то это... Баштайын, аудио менен эле. Так, сейчас еще проверим микрофоны все включенные, да? Так, сейчас, минуточку теперь. Так, если что, сейчас скажите, картинка видна вам? Вот это TradingView, тут график, австралийский доллар, бухгалтер. Видно, да вам? Так, у нас получается эта неделя 6 по 10 апреля, кандай жыйынтык болду, ну, то есть на прошлой неделе, я по пятницам делаю прогноз на неделю, да, технический жактан кайгы инструменты барат, и также фундаментальный, то есть без новостей тоже никуда, да, сейчас именно на новости очень сильно реагируют рынки. Дедушка Трамптын сүйлөгөнү эле тим эле аябай эле рыноктор калчылдайт да, или өйдө кетет, секирет, же ылды кетет да, куюлуп тим эле паник болуп. Короче, сейчас такой вот заман, не знаю, в общем, я, конечно, на рынке недавно, относительно недавно, для трейдинга это считается мало, да, мен 3,5 жыл болду негизи трейдингде жүргөнүмө, в 22 году как пришла, под конец августа, вот уже 3,5 года, да, даже больше получается, да, вот, но по сути, как осознанный трейдинг, да, то есть правильный трейдинг по правилам трейдингте мен иштегеним 1 жыл болуптур, вот с прошлого года, с марта месяца, да, вот как я говорю, до этого я 2 года с лишним работала в криптоменен, то есть Binance, Mexi деген биржа, а потом в прошлом году Форекске перешла, и мне понравилось, и все, ал жактан уже кетким келбей калды. Так, давайте биздики основной, что у нас влияет, да, на цены, да, ну, на цены основной биздики, мы же говорим всегда, крупные игроки, да, то есть это банки, там, что у нас инвестфонды, да, институциональные инвесторы с крупным капиталом влияют, но сейчас уже даже их капитал ничто по сравнению с новостями геополитического, да, масштаба, то есть это военный конфликт между США и Израилем против Ирана. Вот, ушел самый основной акцент, весь мир на них только смотрит, там, на это, то, как решат они между собой, да, Трамп, там, между ними посредник, это Пакистан, да, вроде собирается выступить как посредник, чтобы привести их к переговорам, вот, Иран и США. И вот вроде бы до 22 апреля собираются они пойти друг другу навстречу, делегация лабиринтная, в общем, сейчас рынок такой, знаете, неопределенности, да, завис,
непонятно, да, что будет, к чему они придут, а может, они опять перевернут, там, как говорится, ну, там, обматерят, пообзывают, там, и еще больше там какие-то претензии повыставляют, но особенно Трамп, он такой, как эпатажный такой политик очень. Вот, и все, на этом хайрана на рынке польются. Ну, то есть, вот у нас на этой неделе, вот у нас в основном, ну, вот эти новости так не особо-то и были вот на этой неделе. Вот эти вот, имею в виду, вот, видите, investing.com, да, вот в понедельник у нас ничего не было, так как была Пасха, ну, то есть вообще вся Европа, то есть европейская сессия, да, то есть практически не работала в понедельник, только американская работала немного. Вот, потом вторник ничего не было, в среду тоже, ну, такая одна единственная новость, запасы сырой нефти. Да, нефть, вы знаете, да, один из крупнейших поставщиков в мире, да, нефти, вот, в зависимости от его положение, ну, то есть как бы главенствующий, если он главенствующий его полоса, Иран там над вот этим Ормузским проливом, который перевозит до 20% всех вот этих нефтепродуктов в мире, да, если уж новый полоса Иран, то есть главным станет, тогда, ну, там Иран, Трамп продолжит, ну, давление, да, оказывает, да, он угрожает, ну, то есть он угрожает, да, типа, если вы будете там контролировать полностью вот этот Ормузский, там, уничтожим всю вашу инфраструктуру, самую важную и так далее. То есть уж угроза вот это, да. Вот, ну, сейчас вот давайте посмотрим, вот запас сырой нефти, так, сейчас, ну, тут, по-моему, это, да, не особо такая новость, давайте ее пропустим, чтобы побыстрее. Сегодня, четверг, и сегодня была новость, это потребительские цены, то есть по инфляции новости. Вчерашние это можно даже не смотреть, это за февраль, тоже не особо такая важная новость. Вот это внутриваловый продукт по США, да, за 4-й квартал, да, это более-менее сильно, достаточно хорошая новость, да, вот. Честно говоря, в этот момент вчера не торговала, не посмотрела реакцию на қандай болды, да? Но обычно внутриваловый продукт жақсы реакцию вызывает. По сравнению с ну, военное напряжение, да, Иран мен США ортасында бұлар да, слабо упало. Ондай новость шықса, внутриваловый продукт, инфляция, первичные заявки на получение по безработице, да, пособие по безработице. Прям рынок которая реакция Берчута, я помню, в прошлом году достаточно сильно волатильность вызывала, да? А сейчас, вот, не знаю, вот, наверное, по сравнению с вот этим ближневосточным конфликтом, как бы ничего, да, особо. Так, вот сейчас внутриваловый продукт у нас меньше вышло, чем по прогнозу, ну, то есть экономика Америки замедляется, значит, да, значит, вчера, скорее всего, доллар, то что и все валютные пары, у которых первая валюта стоит доллар, да, USD, то есть, значит, вчера упали, наверное, в этот момент. Так. Ну, сегодня в пятницу вот это, сильно отразилось, вот, это немецкий, а коронаместный. Ну, те, кто торгует евро-менен, да, вот 12 часов, наверное, в этот момент на евро, вот это новость. Вот, мы смотрим всегда в основном, то есть это, да, двигатель основной, да, мировой торговли вообще на всех биржах, это американские новости, базовый индекс потребительских цен именно за март месяц, да, вот март, есть простой индекс, базовый индекс и там еще какой-то индекс, да, в общем, месяц вышел у нас вот, на прогноз, мол, столбик где так, 1%, вышло 0,9, то есть меньше у нас вышел, да, вышел этот инфляционный индекс, то есть инфляция чуть ниже оказалась, чем по прогнозу, да. А базовый индекс полсо тоже, да, чуть ниже, да, 0,3%, но предполагалось, да, а вышло 0,2%. Ну, как бы для простого народа так, наверное, это более, конечно, позитивная новость. И тоже индекс потребительских цен, это годовой DAV, 3-4%, а вышло фактически 3,3%, тоже чуть-чуть ниже, да, на этот индекс по инфляции. Ну, то есть, благодаря Джаши Джангу считается, как бы для золота, да, например, для таких активов, как золото, европейские валюты, вот давайте сейчас посмотрим, вот как раз евро, менен золото ушел мало, да. Было краткосрочное влияние. Вот, раньше, вот я помню, в прошлом году прям так, как рынок начинает, там, допустим, новость выйдет хорошая, там, инфляция ниже, чем прогноз, золото учу прям, и прям мог целый день отыгрывать эту новость, и целый день он летал. Так вот сейчас как раз 18:30, вот, ой, это что у нас, дневку уже поставила, да? Давайте по 30 минут поставлю таймфрейм, да? Вот, как раз реакция была на евро, ушел мало, 18:30. Вот, увеличу. Ну, такая, это же краткосрочная, я же говорю, сейчас уже не так. Вот, ну, это вот на 30 минутки, а если на 5 минут перейти, на достаточно сильная такая свеча, вышла зеленая обычно, да? Ну, то есть, евро у нас показывает силу достаточно. Вот даже на большом таймфрейме сейчас мы рассмотрим. Вот это у нас, так, 15 минутка, ой, это 5-минутка, да? 5-минутка, 18:30, вот эта, да, свеча. Вот эта свеча, да, такая новостная, ну, тоже мягче, да. Раньше вот по базовый индекс дегенде CPI, да, по инфляции, да, пайры, пушили новости, в общем, прям такие большие свечи, вот такие были, да, минимум там одна свеча, потом еще вторая, третья, там что-то, да. Что-то сейчас на фоне Востока, Ближнего Востока. Так, давайте теперь дневной посмотрим, да. Вот дневной, давайте сейчас самое основное, да, еще
Так, самый основной у нас имеет башталик, индекс доллара, да, везде самая основная, там, резервная валюта, да, мировая. Так, дневной таймфрейм на DXY, индекс доллара. Соуш башталгандан бери, получается, если посмотрим, с конца февраля он начинает расти, да, сильно растет. Вот. И, ну, то есть, потому что у нас многие инвесторы в Америке сильно поверили в доллар, там еще государственные американские облигации начали сильно расти доходности, да, как война началась в Иране, и из-за этого многие стали продавать золото до этого сильно росло, с конца января прям сильно росло, а потом с конца февраля, когда Израиль и США нанесли удары Ирану, да, наоборот, да, золото стали фиксировать, то есть продавать золото очень сильно упало, да, а доллар, наоборот, начал расти. Вот доллар у нас, мен қарасам, нам ол жақта сильное сопротивление келеді, ушул жақтан түсет коррекция, так, давайте я так нарисую, вот этот вот уровень сопротивления, 100, вот 100 точка, там, плюс-минус 50, да, здесь, вот ушул жақтан сопротивление бар, да, нам ол жақтан біздіке, много раз у нас было соприкосновение, и оттуда у нас откаты были, да. Ой, где тут у нас? Ну да, вот раз, тут у нас ложный пробой, можно считать, да, здесь у нас, здесь тоже плюс-минус ушел область, там, видите, сколько касаний было, реакции, да. Вот, то есть ушел где-то каждый раз на исторический доллар падал, да, как только подходил к этому историческому уровню 150, да, 130, 100.30. И вот хайра ушел жақтан, как ожидалось, в принципе, на коррекция волны тазы, да, вот. Вече күні или мурда күні, нет, это вчера было, да, вчера новость, может, читали, нет, там, Трамп менен, этот, ну, в общем, иранский, да, лидер, или там, кто там, посредник, кто-то, в общем, сказали, что собираются сделать перемирие между двумя странами на 2 недели, да, вначале такие слухи пошли, потом уже подтвердили, вроде официально уже, вот, в общем, на 2 недели перемирие, прекращение огня ДНД, вчера доллар упал, тоже это отразилось, ну, как бы доллар начал слабеть. Вот, я так ожидала, на прошлой неделе тоже прогноз давала, когда вчера вот он сюда подходил, 100 точка, ой, это было вот на прошлой неделе, да, в начале апреля. Вот, когда подходила, я говорила, да, то, что оно здесь, ну, вот это ключевой уровень, очень сильное сопротивление, что это историческое, мы либо, если аевали имя Болсу, ну, то есть в негативном ключе будут дальше развиваться события, да, опять же, будут ракетные удары, там, Армузский залив, вообще пролив, то есть полностью заблокируют, да, и так далее, тогда доллар, скорее всего, пробьет, да, я так говорю. Если там более-менее какие-то чуть-чуть маленькие вот сподвижки до полза, переговоры, попытки Болсу, Армузский пролив, там, частично хотя бы разблокировка Рылса, Иран, да, ушел аркулу судна, это ваш тасакичный, да, на доллар еще это да, вот, и как раз уже эти кичине имел полды, переговор будем чудашек джанов, перемирие на 2 недели, прекращение огня, из-за этого тоже доллар упал. Вот, теперь сейчас у нас уровень поддержки, вот тут так, уровень поддержки, сейчас плюс-минус на молджахта, зеркальная поддержка бар, ушел жақтан біздікі реакция да, вот здесь у нас откупил, да, здесь откупил, здесь у нас ложный пробой. Ну, то есть, видите, вот здесь много раз у нас будет, с этой стороны, наоборот, здесь у нас падение было, да, продажа была, да, а здесь у нас откупил, хайрали, да, то есть, был зеркальный уровень поддержки, ушел жаққа келіп қалды, бүгін пятница, да, бүгін уже, азыр уже 9-тан ашты, волатильность рынка падает, то есть, объемы денег уже мало, и, скорее всего, сегодня в пятницу вечером саат 2-де жабылады рынок, арачейн, начамыча движение больше, ну, скорее всего, по плюс-минус ушел LGT будет болтаться, да, пока. То есть я ожидаю на следующей неделе, имя было манипуляция новостями очень сильно, вот так что аваляло. Все валютные пары, например, если вы торгуете, да, вот, допустим, ну, европейские валюты алганда, европейский, там, допустим, евро, да, USD, евро против доллара, вот, допустим, тоже вроде бы сейчас в сильную зону покупок зашел, здесь вот ключевой уровень СНДРД уже. Так, вот здесь у нас уровень, так, сейчас, куда поставить уровень, вот этот уровень, да, ну, уже СНДРД, да, уже вроде вверх смотрит, но на следующей неделе, если опять что-то негативное выйдет, да, насчет Ирана, ну, то есть, между США опять напряжение упался, да, был евро, хайрат счет, да, то же самое и британский фунт, да, на британский фунт, дневной таймфрейм, то же самое, булдале, что чует, да, как евро, да, очень сильно реагирует, да, если доллар, то есть, ну, как Трамп и этот иранец, иранские видят, да, не смогут договориться, у них опять начнется конфликт. Тогда опять он тоже упадет, а доллар, наоборот, будет расти, да? Вот. Так, давайте сейчас, кстати, на евро до конца еще не показала, то, что у нас на азер евро бездеким, на ему зона сопротивления уже 1000 сейчас у нас, ну, под конец пятницы, торговой недели, некий делать, скорее всего, вот этот ложный пробой қалды, кстати, вот здесь, вот тут у нас тоже уровень, что ложный пробой вот течти, дальше геталга году, да, не смогла цена дальше удержаться вверх. Вот, но опять попытку мы видим, да, ну, я не знаю, сегодня мы эту попытку увидим, то есть вот этого пробоя, да, то есть мы течками ракеты курылыспы, видим, азыр уже вақытта заливалды,
Возможно, в кечинде раз последний рывок сделать, да, и кайрак молдеден обязательно коррекция будет, уровень челдера будет. А возможно, я так скорее всего предполагаю, они свечи большие, да, очень крупные, кстати. Вот видите, свечи какие большие, вроде бы мы на сколько от недель. Ой, да нет, то есть, да, это дневные свечи. На всю неделю мы на алтын апрель пандемия вошло практически как всю неделю большие бычьи свечи город Пирс. Ну, скорее всего, да, то есть сегодня пятницу был до вот этого сопротивления не дойдет, да. Вот, в общем, ориентируйтесь на следующей неделе. Если, допустим, мен мысалы кичинекей таймфреймге түшөм дагы, мисалы бир күндүктө видите, бул орто жерде жүрөт да непонятно, вот мисалы же могул максимумда эмес, же минимумда эмес, да, могул жакта хотя бы какой-то ближайший уровень поддержки, вот, где-то вот хотя бы ушул жерден, на могул жерде уровень поддержки бар, ушул жакка келсе, здесь можно, да, поработать. Ну так желательно мындай ключевой уровеньдерди алсаң, чоң уровеньдерден. Допустим, если свинг трейдинг деп коет го, среднесрочная сделка ачсаңар. А если кыска алып сатуу кылсаңар бир күндүн ичинде, да, тем более сказать, вам в принципе, да, не обязательно вот дневной таймфрейм уровеньдерге таянып, да, вам можно перейти там на часовик, допустим, и часовиктен вот эти зоны, да, или уровни, как называете. Я так как бы рисую и зонами, и вот этими горизонтальными линиями. В общем, вот мындай эмелерде бир сааттыкта, так, давайте сейчас, ладно, горизонтальный, да. Вот, допустим, онда бир сааттыкта уровеньдерди белгилеп, ошол уровеньдерден иштесеңер намного надежно болот, да, минимум бир саат, да. Даже 15 мүнөттүктө деле в принципе уровеньдер иштейт, но более сильный, жакшында иштеген уровеньдер хотя бы бир саат. Так, сейчас, если жылдырсак, атка түрдүрүп, так, вот здесь у нас, так, вот тут у нас уровень, да, правильно, да, плюс-минус ушул жерде реакция болуп тур, вот тут у нас, это зеркальный тоже уровень у нас, видите, бул жактан биздики мына цена не могла пробить несколько раз, разбилась, да, второй раз опять сопротивление келип кайра, здесь покупатель дрался, стол кайра продажалар башталды, да, бирок бул жерде мына кайра биз уже көрөт алсак пробой, да, вот, то есть цена прорвала, да, покупатель что. И вот здесь тоже мы реакцию видим, да, здесь тоже цена упала, и опять здесь это самое откуп, то есть реакция покупок была хорошая, да, поэтому тоже цена поднялась. А тут уже пробой этого уровня, да, то есть здесь вот этот уровень слабо упал, и здесь пробился. Вот, то есть получается, видите, он для вот этой нижней части графика это было сопротивлением раньше, да, по истории смотрят, то это, видите, сопротивление опека урунули улам, это тишалвачат. Даже если, возможно, мы налево, если еще чуть-чуть турдурчок, но я дальше прям не буду копать историю, да, глубоко. Мне кажется, здесь тоже было у нас попытки, да, до этого. Вот этот уровень пробить, да, 1.17, так, 1.17, 360, да, плюс-минус. Вот. А здесь уже, да, вот видите, уже этот уровень пробился, да. Видите? То есть любой уровень рано или поздно пробивается. Мы никогда не можем сказать, когда, да, точно, обычно, я не знаю, там, обычно 99, наверное, процентов, да, уровень всегда пробивать. Вот здесь пробитие видите. Так, сейчас давайте теперь, то есть это у нас зеркальный уровень доход, да, то есть здесь уже пробился, теперь это уже сопротивление упал, да, а до этого у нас было вот здесь вот тут у нас, когда цена здесь каждый раз откупала, здесь у нас уровень поддержки был, да, что зеркальный уровень доход, так. То есть давайте как мы работаем. Евроменен, азыр саат 9:30 калды. Вечером уже не стоит работать. Саат 7:08 можно, когда открытие американской сессии, но после новостей. Новости, мисалы, бүгін 6:30 өттү. Где-то через минут 15 минут, через 30 минут после новостей иштесеңер можно. А как раз новость учурунда кирип алсаңар, там могут быть очень большие свечи, красные или зеленые, тоже такие резкие, прям импульсные. Оңой эле депозитиңер кичинекей болсо, даже депозитиңер ликвидация кылып салат, да. Же чоң минусқа кирип салат. Стоп курсом стоп менен выбивать эти салаты, поэтому во время новостей лучше не лезть. Так, давайте теперь бир сааттыкта, то есть сейчас пока нет, да, никакой сейчас, даже вот волатильность, если на минутке карасак, аябай слабый, да, вот, на бир минуталык свеча, или чай, то есть, мындай бат-бат кыймылдап, бат эмесе, еще свечаларында размеринен курс болот, если свечалар аябай майда, вот видите, көйчү майда болот, вот, оңой так, новостные свечи у нас когда были, где-то, да, 18:30, вот это, да. Самая такая крупная, да. А так, волатильность слабая, даже не стоит пока лезть. Вообще, понедельник кечейн эле салут жакшы иштеш керек, да. Так, ой. Вот, на понедельник я, если только вот там новость какая-то, да, вот негативно чыгып калбаса, я жду продолжения роста, уровень пробития лотовой, она следующий у нас цель. Так, следующий у нас цель нам будет 1.18, 200, да, плюс-минус 1.18, 200, 180, где-то 1.18, 180. Вот, так. А если, получается, в понедельник, понедельник у нас ичкандай деле жаңылык чыкпайт, тоже, как правило, часто бывает такое, когда новостей никаких американских никто не ожидает, отчетности никаких, да, в понедельник неожиданно какие-то новости там, обычно вот ошо для манипуляции, то есть баны оңоле түшүргөнгө же бат эле көтөргөнгө ошо понедельник же пятница күнү кечинде уже когда ликвидность аз болгондо ошондой маалда часто болот, да.
какой-то жаңыл чарпса, ну, какую надо, да, именно новость, в общем, специальный или терс, или позитивный жаңыл. Вот, понедельникте көресем, егер позитивный болсо для евро, да, то есть там Иран, например, разблокирует или там переговоры согласится и так далее, тогда евро дороже. А если там опять у них там конфликты, опять начнутся какие-то несогласования, да, или там Трамп опять с дуру что-то скажет, да, вот будет там ракетным ударом и так далее угрожать. Такая счет. Так, все, анда, у нас ближайшая поддержка Галия Гараевна, мы жақтан реакцияны байкаюсь. Скорее всего, был вечер, до вечера может добить немножко, вот этот, вот здесь уровень тоже есть, вот так промежуточный маленький уровень Баркен, 1.17, 760, да, плюс-минус, возможно, а возможно даже бякачель, да, скорее всего, был дальше. Но в понедельник, если он вот здесь окажется, посмотрим, что на чем уровень Баркен сопротивления, скорее всего, будет там коррекция будет, вероятность очень большая, и у Джактан мы можем, ну, от уровней вот этих, вот здесь уровень есть. Так, ну, желательно, конечно, посмотреть новости, да, перед этим. Если плохие новости, тогда будем, наоборот, евро шортить, да, мол, Джактан, если пропустили здесь, можно вот здесь. Каждый раз, когда цена, например, подходит к вот этим уровням, да, ну, допустим, давайте нарисую. Например, цена улетела у нас до понедельника, да, сюда. Мол, Джактан, новость прочитали, не очень хорошая, и мы можем отсюда начинать шортить мисалы, да. Так, до определенной, так, где тут у нас вот этот, ну, давайте ближайшая цель, например, стаканчик по упадке. 18200 до 17360. Ну, в принципе, да, получается почти 1000 пипсов по вкладке. 1000 пипсов тепло, то есть 1000 пунктов, да, почти. Вот. Можно до сюда, либо, если вы хотите там долго держать. Но азов долго держать, там 1-2 дня даже сделки не советую, да. Я сколько пыталась в последнее время вообще что-то выбивает стопом. Азов внутри дня лег, берите садку, после сделка нормально, чуть-чуть там. Так, а так, ну, возможно, до, вот здесь тоже уровень Баркен. Шулчакачен кармаса дали болот, вдруг стоп был, обязательно стоп без убытка. Писал, если был жактан гектенер, был точкадан, да, и потом сразу же за максимум, допустим, ну, не вот этот, например, чуть повыше вот этот, либо за вот этот максимум, ну, свеча на около смарт стоп-лосс, минус менен, да, и вдруг все киркетсе, чтобы на случай чего у вас закрылось небольшим убытком, да, вот. И если, то есть чуть пороца, да, если стоп-лосс на РД, который с минусом, вы передвигаете в плюс. Вот. Таким образом, если вдруг цена прыгнет, вы, по крайней мере, ничего не потеряете, да? Хотя бы даже если не заработать, при своих деньгах останется. Так, в общем, да, получается, біздікі на каналдан шығып кетіпті, канал, да, вот еще канал нарисую, шундай каналдан шығып, тоже закрепление, поэтому лонку көбірек қараудан бұны. Ну, егер, как жаңа айтқандай, негативный Ближний Восток бойынша новость шықпаса, да. Так, и британский фонд. Бұл дәле тоже индекс доллара қарама қарсы жүреді, индекс доллара. То есть все, там, соғыс қайра, возобновление, там, конфликта, напряжение, с нефтью, там, поставки, перебои, там, что еще там, инфляционные риски, тендемдайды, жаман жаңылық чықсам, да, бұл дәле түседі, да. Ой, да, бұл түседі. Доллар менен паралар, наоборот, өсе баштайды. Бірінші где пара, допустим, на USD-GPY, допустим, да, был еще штат, USD-CAD тоже, то есть доллар против канадского доллара тоже все штат, а вот эти евро, британский фунт, австралийский доллар, они начинают, как правило, уже на негативные события, в чем-то падать сильно, да? Так, вот британский фунт, в принципе, тоже я смотрю на дневном, здесь у нас, ой, то же самое, каналчик Паркен, уж он пробитие губтыр, закрепился уже, и на дневке мы видим тоже здесь, как евро сяктукен, на чем пока это коченчу пилем, пока это такое, определенный, прям конкретный, четкий тренд, это было место. На молзамбах джакта тренд есть какой-то, восходящий тренд, да, здесь у нас до этого нисходящий, прям очевидный тренд, да, а тут у нас боковик, видите, вот. Азер был боковиктен попытка утырчивать, ложный пробойный, да, бюро карман алванек, здесь покупатели уже не нашлись, наоборот, начали фиксировать, да, вот прибыль, стали продавать, так, ну, поэтому цена упала. Но сейчас попытка была тыр, ушел, так, молджакта уровень, тут уровень, видимо, есть, сильная такая зона, есть покупок, да. Вот уж Джактан, оказывается, цена хорошо среагировала, видите, сколько подряд, прям бычий свеч чего-то, да, всю неделю, вот считайте, с понедельника, да, 6 апреля, видно. То есть ушел Джактан, уровень карман фактор, да, то есть покупатели не дали, да, цену спустить дальше. Вот, я на самом деле ожидала на прошлой неделе, пятница, потому что, да, вебинар да, ну, тоже говорила, конечно, от геополитики зависит, это тоже, вот сейчас никак нельзя игнорировать новости, да, по Ирану, да, основные по нефти. Вот, ну, я говорила, да, этот технический Джактан, евро смотрится на шорт, Чанкини. На прошлой неделе он вот так вниз прям смотрелся, мол, вот этого не было же. Вот. Она надалее пока шартовый лет, нисходящий тренд повода, скорее всего, мы будем шартить тыгем, да. И думала, что где-то, мол, мега-чейн даже тушет, чему вот эту зону вообще тушет такой он. Пяка-чейн шартить тейс, она нашел Джактан, скорее всего, цена, реакция берет, вероятность, а я в чем, да, будет Джактан, мисал тушет, шел Джактан реакция берет, будем здесь рассматривать на лонг, так чуть-чуть в общем, типа айтқан, да, примерно.
Ну вот видите, у нас ушел уровень кетип калды. Кені жақсы жаңы второй ортодан шыға қалды. Ну, в течение недели были плохие новости, чуть-чуть түшіватты, да. Анча-мынча түшті, бірақ сильно не түшкен жоқ. Я заметила, британец менен евро жақсы кетіватты үйді. Вот шындай. Так, давайте теперь. Биздеки основной на мажорные валюталарды торгуем. Что еще? Золото. И я вот торгую Г40. Не могу Г40 жагат, бұл индекс немецкий. Так, давайте. Какие пройти? Японский иена на этой ренбе, башкаларды, да? Ну, то, что я сама торгую, шуны да там. Может, Сергей, да, башка не все керек. Так, Мирланд, я микрофон вам включила. Только я вам тоже микрофон включила. У вас каждый раз, когда захожу, начинаю вебинар, микрофон почему-то отключенный, да? Так, по японской иене сейчас дневной таймфрейм. Так, он уже вот у нас, ну, то есть японская иена, сейчас вот эти все выключу, слабенько уже смотрится на лонг. Сейчас у нас торможение вот смотрите, если, ну, тут, так, я вам давайте, на дневке не видно, вот на неделе я видела более-менее такой тренд, очевидно. Ханаде, извините, пожалуйста. Ага. Можете рассказать про имбаланс? Имбаланс? Хорошо. Ага. Просто я не знаю, что это такое, но все говорят имбаланс. А что такое имбаланс, я просто не знаю. Хорошо. Да, имбаланс это у нас такой очень важный элемент в смарт-мани, да, на который очень хорошо реагирует цена, да, и который, как бы, по сути, дает подсказку, да, где заходить, точку входа дает. Вот, например, допустим, вот я иену открыла и против доллара, да. Так, здесь у нас где-то хороший очевидный имбаланс. Тут сейчас покажу примеры. Так, допустим, ну, тут у нас, да, вот есть имбалансик. Сейчас аккуратно сделаю. Вот. Имбаланс это у нас такое пустое пространство между свечами, да, вот этот вот у нас имбаланс такой, вот так, зона лучи. Вот это вам видно, да? Вот самая центральная это высокая свеча, да, и за ней следующая большая медвежья свеча. Ну, видите, такая импульсивная, большая такая свеча, да? То есть импульсивная такая агрессивная темная свеча, да, значит, здесь очень большие объемы были продаж, да, поэтому она такая большая стала. Потом следующая красная свеча, да, вот, и между вот этими свечами, между вот этой, да, самой центральная, да, высокая и вот этой красненькой свечой, вот видите, пустое пространство есть. Что, ну, имбаланс такой. Вот имбаланс это дисбаланс цены, да, по-другому. Когда вот слишком много покупателей, либо продавцов. Булзахтан, видите, цена как пролетела резко вниз, да, и тут даже шансов не дав, ну, я не знаю, не шансов, ну, как сказать, покупателей даже не было, да, просто. Поэтому такой дисбаланс организовался, вот ФВГ, это вот Fair Value Gap или имбаланс, да, по-другому. Вот видите, вот этот имбаланс, вот она уже автоматически стала зоной притяжения для цены, да? Как имбаланс это значит вот эти тонкие свечи, да, получается, с тонким телом и с длинными тенями, да? Нет, не обязательно, тут тело не имеет значения там. Пустоты, да, вот эти, получается, да, между двух свечей. Да, вот, например, вот, допустим, вот такие вот большие, обычно вот такие, когда большие свечи возникают, вот, например, раз свеча, ой, сейчас поярче цвет сделаю, допустим. Вот, например, раз свеча, да, потом вторая. Просто когда, получается, имбаланс остается, к этой зоне возвращается же, получается, график, да, правильно? Да, очень часто возвращается. Чтобы его заполнить, получается, и как он забирает имбаланс и уже опять назад в откат, да? Да, очень часто уж имбаланс таймитет билет, и цена возвращается, да, и оттуда как раз точка входа была, да. Допустим, у нас свечка такая тоже, да, и вот здесь, да. Ну вот у вас даже на графике, если смотреть, вот длинный получается пик, где заканчивается первая длинная свеча снизу, и оттуда получается точка входа на сел ушла. Да, вот это как раз, видите? Да. Вот она коснулась, да, цена, вот видите, эта свечка, и все, и после этого вот здесь как раз точка входа, вот тут, и многие трейдеры ждут уж касания имбаланс, лечь сразу бятан гишет, да, шорт полуты араб штишет. И также это работает и с баем, да? Да, то же самое. Это у нас, видите, медвежий баланс. Вот. Вот здесь вот я сейчас нарисовала вот такие свечки. Это у нас медвежий баланс, когда цена резко, агрессивно падает вниз. Вот такая большая, вот от середины такая толстая свеча, да, между ними, вот обычно между первой и третьей свечой такое пространство, да, разрыв, ценовой разрыв такой. Вот ушел имбаланс такой, да, или дисбаланс. Вот, а это у нас медвежий имбаланс, да, когда вот эти шпарок надо, вот как здесь, да. Вот здесь тоже, видите, есть имбалансы, да, но на них цена не среагировала хорошо, да, вот тут. Да. Ну, вот тут между вот этими свечечками, между фитильками. И еще вот здесь есть огромный имбаланс, да. Бухада реакция Бергенджок, цена, видите, она пробила дальше. Там имбаланс по реакции Бергенджок, и отсюда она здесь тоже она, видите, две свечи, получается, сопротивление было хорошее, получается, быки с медведями, получается, покупатели с продавцами, джахшеле, туда-сюда главертер, да, свечаны, они тоненькие.
Спасибо Да, большое, я, кажется, поняла. Мгм. да, это медвежий, а теперь бычий болсом, на мисалы молдерды, так, сейчас я пример покажу, бычий. Так, сейчас өсіп баратқанда жақсы да емесі береді реакция. Так, здесь у нас вдруг молдыли имбаланс бар, но она что-то ее прошила полностью. Но имбаланс, они 100% не работают уже, на них только единственное полагаться. Так, вот здесь, допустим. Ну, Да, на малых таймфреймах они очень даже алдап кететкен да базарда. И именно на малых таймфреймах, что ничего не советуют, да? Вот, особенно на YouTube Pro работать. Вот, например, вот здесь вот есть имбалансик, вот цена вот здесь пошла вверх, да, ну, то есть до этого она и так вверх росла, потом вот такую манипуляцию сделала вниз, да, то есть собрала очень много вот здесь, кто в бомб зашел пораньше, да, вот здесь она стопы повыбивала вот эти свечи, да, вот эти две. Вот, потом она после этого, ну, Кайра, этот кейтип, она молджеден, опять у нас тут манипуляция небольшая была, как здесь тоже чуть-чуть стопы поснимала, лонгистов, да. Потом, когда вверх пошла, вот тут, видите, имбаланс образовался, ушел имбаланс, цена Кайра гельды, коснулась, и потом она цена, вот, ну, если посмотрели, глобально Кайра гельды, да, вот. Спасибо огромное. Чоу, рахмат. Хорошо, не за что. Я тоже вот с имбалансом постоянно работаю, не знаю, четко прочтить, да. Так, давайте теперь дальше, да, так, японская иена, на недельный таймфрейм, на недельный, да, неделька, да, мына мемеде қарасаңар, месячный, да, прям исторический хайға жетейін деп қалып тұр, да, бұл, бірақ жете алып әлек, кино вот атуланuli, коррекция, вот здесь исторический хай у нас 161 с чем-то, да. На прошлой неделе я говорила, 161-ге барши чун найва ему долго, ну, как японский иен, она он будет падать, вот так волнообразно, да, подниматься, потом опять подниматься, ну, то есть вот так вот будет, ну, исторический хай жетет, вот тот самый пик, это 161 800, да. Ну, вот у шугачейна она будет долго идти, да. Вот, ну, как посмотрим, если на дневке были падения, были эти. Но сейчас вообще глобально, конечно, она, если так посмотреть, ой, так на недельке, да, школьные. Глобально, мы даем таймфрейм недели на гросах, пока лонговый, масштабно, если посмотреть, вот у нас этот самый, ой, господи, сейчас тренд у нас лонговый, потому что у нас максимум, минимум все выше и выше, да. Вот. Ну, вот эти глубокие коррекции, если не считать, а так общий тренд, да, конечно, лонговый, да, иена. Она на кичине для голды вот 161 800, да, у шугачейна ван фьючер. Вот здесь очень много осталось стоп-лоссов, те, которые вот открыли раньше, шорт, да, вниз зашли, и вот здесь много стоп-лоссов собралось вот тут. А мне кажется, цена вот тут, не сегодня, конечно, наверное, на следующей неделе, может, скорее всего, снимет, да, всех вот этих шортистов. Вот, повыбивает их, кого-то там ликвидацию сделает, да, депозитов, короче. Потом только после этого вниз дошлепнется, скорее всего. Потому что это прям исторический хай был, запта наивай, что реакция больше, да, убила. Вот. Но на следующей неделе уж он даже, да, бяпачейн баршимкун. Вот. Мне кажется, все равно Трамп менен Иран в тосунда, да, терки будут, такая нелегкая неделя будет на следующей неделе. Если будет нелегкая неделя, то есть напряжение, да, плохие вот эти новости, тогда иена будет расти. Потому что я смотрю, постоянно соуши халсали, иена начинает расти, да, а когда все хорошо, она падает. Так, точнее, это не иена, это японский, это доллар против японской иены, да. Вот. В общем, доллар укрепляется, поэтому, ну, в связи с войной, поэтому он будет расти. Вот то, что он был. А если был, так, ну, жақтан, если күшіп кетсе, так, ну, шортить вот отсюда прям вообще шикарно, да, мол, 161 800, конечно. Тут она шпильку даст обычно вот такую, то есть свечу, да, с большим фитилем, да, и отсюда уже видно будет, что все, уже реакция вниз пойдет, да? Шортить можно, да. А так, если вдруг, да, имя из десимерти, она, как называется, подтверждение, да, некоторые боятся сразу заходить, да, они еще ждут, вот, например, цена сюда подлетела, она, мол, деден мисалы, там, медвежий пин-бар нарисовала, допустим, да, козылчевым шпильками, да, сверху. А она соберет, имеет шпиль, некоторые очень есть консервативные трейды. Я тоже не видела, очень осторожно торгую, но бывает, что сразу залетает, да, потому что это прям, вообще прям, даже на недельке видно, что это уровень прям самый-самый, да, экстрем. Вот, я без подтверждения лема, вот это в принципе, шаг вещь. Ну, более осторожно, они могут еще ждать, мисалы, монда движения, как, допустим, кичная коррекция берет товар, например, я не знаю, там где-то у нас какой-то определенный уровень, да, вот тут, допустим, маленький уровень, вот тут есть, видите, если посмотреть, ну, какой-то уровень, где ликвидности снимать от кенденги, где имбаланс, как гели пошел, где наскок перед, когда, возможно, попытка глату идет да, но это очень сильный уровень, исторически, прям, хай, да, максимум. Поэтому сразу, мне кажется, тишевать, потому что смотрю по истории, год, валюталар, вообще золото дали, что он исторический хайлар жеткенде, очень тяжело им пробить, да, они часто пытаются, вот так болтаются, может, скорее всего, боковик может болтаться, возможно, немножко так, опять ложный пробой, как вот эта свеча сделать, ну, вероятность хайрале, так, скорее всего, я думаю, что она будет корректироваться все равно хорошо, да, на следующей неделе. Ну, если только джаман посовет, тогда она резко может и вот этот исторический хай перепрыгнуть, тоже такое бывает, прям сильный исторический хай, 1000 великий тырь, это тоже такое может быть. Вот. Ну, на рынке все может быть, я вот столько этих увидела, как я вначале думала, прям чисто по теханализу, по правилам, по книжкам, упал, там, вот уровень, все здесь железно будет падать, а нифига, какая-то новость вылезла, я даже не знаю, не успеваю же все читать.
қарасам мындай учет атат, думаешь, что такое-то, потом через некоторое время смотришь, оказывается, мындай новость шықты, из-за этого цена улетела, да, чоң уровеньде пробила. А мен шорт сделка моя минусқа кетіп кетмей болады, стоп менен выбиваться деп. Вот. Поэтому я сейчас стала каждый день, ну, основные новости читаю, именно вот это. Иран, США, Румынский пролив, там, нефть, что случилось, вот, основной, да. Так, ну вот, сценарий ушандой на следующий день, скорее всего, ушан пробитие, вот. И вот здесь, если хату куйлуп кетсе, да, мол, так, ключевой поддержка, так, сейчас, в чем уровень, где тут у нас это на недельке, давайте на дневке посмотрю. Так, сейчас, так. Ну, дневка туннеля. Ну, вот здесь у нас вообще прям такой боковик, ну, такой большой, широкий диапазон до боковика даже. Здесь вот на недельке легче как-то смотреть. Вот это вот вообще что за боковик, то непонятно. Ну, дайте на недельку посмотрю. Если еще турган болсо, то где-то вот у нас вот этот хороший уровень баркин поддержки. Вот я смотрю всегда служба и, господи, поддержка. У нас 158, ой, что, 157 рублей с чем-то была поддержка хорошая. Так, вот здесь, да? Я до этого торговала иены. Тогда еще месяца 2-3 назад. Ушел 156 или 157 рублей сейчас. Плюс-минус ушел жерден. Ну вот это, ну те же все уже здесь прям это, да? Уже так что движение. Даже может быть, скорее всего, ну, у иены она характерна тем, что у нее коррект очень глубокий был. Да? Даже глубокий клан, потом кайрали продолжать это редко, да? А многие инструменты, например, евро, британский, вот эти ряда глубокие коррекции с этим, со словом структуры клана, они дальше вообще, да? А иена, она даже глубокая коррекция ставили, потом опять уже сильный рывок был, это часто. Вот, ну, то есть, возможно, она даже коррекцию вот до сюда может сделать. Ой, нет, 151 сейчас нереально. Давайте более реально скажу, но вот максимум 156 с чем-то может упасть. Вот еще 157 400, 157 300 до такой вон, кстати, вот на вот этом уровне я торговала. Так, шортила, да. Я вот Юдорик Чактан, это я когда торговала, уже месяца 2 назад, по-моему. И шортила до 158, по-моему, 200 рублей. Ой, не 200, 159, 200, по-моему. Вот где-то так, до сюда шортила, да. Это у нас давно, когда я торговала. Вот, ушандой. Так, она еще доллар менен чогуу, прям индекс доллар кандай жүрсе, бұл деген USDK тоже часто ушанда жүрет. Так. Ну, вот этот USDK, там такой, не знаю, не очень понравился. А евро долго излеткен. Очень долго. Вот видите, даже на дневке вот какой боковик, видите. Вот. Ну, не знаю. Доллар против канадского доллара, это такая валюта, которая где-то, да, не знаю, непробивная. Валимелер дажок, тренд дажок. Неделя, когда говорю, неделя, когда тренд будет ушить. Ну, такой плавный, такой вялый, восходящий город тут был жақта, не знаю, не могу пока ничего сказать. Сейчас орто жерде жүрет, на мол жақта уровень, егер так мол жақтан кетиптер, уровень сопротивления ылдыға, да. Если вот он придет к уровню вот поддержки вот сюда, можно отсюда поработать на лонг, да, либо вот здесь вот, либо еще там ниже, ну, я не знаю, до сюда когда пойдет, изучать жүрет, вот. Егер доллар күшті болып қалса, то есть индекс доллара, да, бұл дәле тоже ушындай, да, бұлда күшті болып үйде өсе баштайды, да. Это, а индекс доллара қачан күшті болады, только когда негативные новости, да, там соғуш опять, да, еще что-то, там нефть, проблема болып қалады с нефтью, да, с поставкой, тогда вот USDK начинает расти. Так, и австралийский доллар, да, тоже последний валюту посмотрим, который я торгую, недавно начал торговать. А бұл жақты, в принципе, бұл имя, да, техничный, то есть уровень жақсы я писал, мол, трендовая линия, допустим, так. Вот у нас сейчас, ну, тут на дневке тоже, ой, даже на недельке. Прям конкретный тренд или год не так, общий, да, вот здесь посмотреть, если общий тренд у него пока шортовый, да, если прям глобальный прям посмотреть. На недельке. Ну, он уже вот здесь у нас попытка ручатыр, закрепление, да, вот у нас, видите, за, вот сейчас чуть-чуть поровнее сделаю. Так, на мол жақта біздікі одно касание, два касания, да, 3, так, 4, здесь у нас сложный пробой, да, то есть көп касание, минимум 3 касания был, уже конкретно или очевидный тренд, да, нисходящий был. Но потом, это когда у нас с прошлого года, был Аевайми. Я вот помню, в прошлом году был бакап жүрген, Аевай бакапты жүрген, да, она где-то только недавно, где-то, наверное, ну, может, месяц-полтора начал как работать активно. Ну, я вот так в фазу попала, был бакапты чып қалған кезде, да. Получается, где-то вот начала работать, по-моему, с марта. Ось парад контакт, 6 марта, это же у нас неделя, да? Давайте я поставлю. Дай. Прям гирсем жақсы, прям спокойно где-то, да, вот лонко гирем. Я бы, ну, только один раз, по-моему, на этой неделе, да. Один раз сел гирем и все.
А так вот эту всю неделю вот она растет. А на прошлой неделе, по-моему, это было, и позапрошлой неделе, вот видите, она падала, какой-то, плюс-минус 2-3 недели назад я шартила. Так что еще перейдем, да? Вот, получается, австралийский доллар, был имя, да, тоже индекс доллара қарама-қарсы жүреді екен, мен байқашымша көп жолы байқағам. Вот, например, индекс доллара у нас когда растет, он вот сейчас у нас падает, да, видите, на дневке, да? Вот, а вот австралийский доллар, наоборот, начинает у нас расти, видите? Так, сейчас булдели, каналдан уже шығып кеттіктер. Давайте сейчас уже все, вот этот каналдан закрепление упаптыр. Видите. То есть закрепление за нисходящим каналом, вот видите, свеча телом пробила вот этот канал трендовой линии, да, и уже здесь второе тело, да, появилось. Это говорит закрепление, да. Тут даже вот отката не было, видите, коррекции не было. Это о чем говорит, что покупать сильно. Монда обычно, если свеча телом чықса, кайрам уровень ураттағы, то есть ушел там, потом уже где-то, будет прям сразу бычий свеча, и еще плюс имбаланс нарисовала, но это очень сильный такой знак, да, бычий. То есть то, что она будет расти, вот видите, имбаланс бычий. Вот. Ошондой был. На следующей неделе лемен, на мой эмесине, гунундык максимум, да, у нас дневной есть. Так, вот этот, плюс-минус вот здесь вот, да, тело, ой, 1.71, 540, да, вот ушел чейн барат, совсем чуть-чуть осталось, вот. Ну, обычно цена забирает вот эти ликвидности, да, вот здесь ликвидность барда, шортқа кирип алгандар, бул жактан шортқа киргендер, те, которые давно держат, вот месяцами бывает там, да, даже бир жылда кармаган трейдерлер бар, сделкалар, вот, ошолордун сделкалары бар, бул жактан кирет, да. Стоп-лосс менее ликвидация салшат, короче. Вот цена долетит до сюда, все, их ликвидируют. Как только долетит до сюда, 71 560, да, цена будет корректироваться. Может хорошо скорректироваться вниз. Вот, анкени мол жактан стоп-лоссторду жинайт, то ултракчаларды жинайт, ликвидация кылып салат, жайлап элдердин баарынан этот, как называется, как заправка, да, заправите, сразу же цена после этого по инерции идет вниз обычно. Вот мен ушундайларды жакшы көрөм да, мондай чоң, да, видите, вот эти узун фитиль менен свечалар ликвидация кылып салат, могу сол жактагы шартистер. После этого цена солоном откатывается, да, в противоположную сторону. И теперь здесь тоже ожидаю шундай типа свеча, болсо, смело шок выберем, да. Ну, конечно, биргундук таймфрейм емес, а кичирээк таймфрейм, допустим, биргундукты көрдüm. Например, в понедельник открылась у нас свеча вот здесь вот с вот таким огромным фитилем со снятием ликвидности, да, мисалы, да, медвежий, пин-барный меч, так, например, да, да. И, мол, по левую сторону вот тут сняла много ликвидности, то есть стоп-лоссов, да, и тогда для меня это уже очень хорошее подтверждение. На стоп-лосс надо, очень хорошее подтверждение. Уже, скорее всего, цена пойдет вверх. Для меня это первый звоночек был. Да? Конечно, я могу, в принципе, более агрессивно делегировать было сразу. Лечь свечану. Ну, то есть не на дневке, это, конечно, на дневке это надо целый день ждать, пока вот такая свеча появится, да? Пока она закроется, уж он догорнет. А я перейду, например, на 15 минутку. И 15 минут, когда мен чиген жанагы, так, дневной максимум, где у нас вот это, да, было 1.71. 500, вот это, да, было, вот этот дневной максимум. Допустим, на 15 минутке вот свеча подлетела сюда, и вот, например, ну там, сразу она как стрела же редко летает, только на новости, ну, допустим, вот так долетела сюда, а был жактан, если тоже медвежий пин-бар чип, мол, жактан, так, а тут у нас еще есть, да, вот это надо удалить, что-то. Это у меня, видите, на дневке. Давайте вот сюда на всю. Вот, допустим, такая медвежья свечечка у нас, и здесь у нас снятие ликвидности. Он 5 минут. Он 5 минут тоже гораздо быстрее же закроется, да, свеча. Он 5 минут, я увижу уже свеча завышен полностью, да, монда, снятие ликвидности меня, мол, сол жактагы полтора элдер немелер. Так, здесь не видно на 15 минут, на 4 часовике, на часовике, если переставите, вот тут будет видно, да, много. По эту сторону, вот примерно по этой цене, 71 550, да, будет много шартистов. И вот ушел шартист, я думаю, свеча делает тавы, и после этого цена, я вот здесь, либо вот здесь, если агрессивно хочу зайти, прям был имеден, свечаның жабылышынан или даже почти керем, там 60% жалған, да, мисалы, да, керем. Но я сейчас очень стала осторожно торговать, в основном я жду, когда цена немножко кичине корректируется, да, ылдыға. Вот, то есть ылдыға түшет, она өйдігі корректируется. Ну, бывает, что вот здесь, давайте вот здесь, допустим, вот здесь имбаланс на все, на мол, ылдыға түшкенде, да, бір чоң свеча, мисалы, қызыл, шул жерде, как правило, имбаланс пайда болот, мисалы, да, и ушул имбаланска свеча тигенде ушул жерден мен сделкага кирем, да, вот ылдыға карап. Ну, там примерно где-то, сейчас посмотрим это соотношение, да, қарайм, ближайшему уровеньге чейин, например, вот здесь зона есть, да, зона или мол жаққа чейин иштесе болот, же болбосо, если прям көзүм жете турган болсо, дагы кетет деп чайып этимде куюп баратса, можно и до вот этого уровня поддержать, да. Вот. А если еще ниже, мол, уровень тешип кетсе, анда дагы, андан следующий уровень, так, вот здесь есть уровень еще следующий, вот эта зона, да,
Вот, то есть даже до сюда можно додержать, да, вот это. Ну, то есть я вдруг сильно не жадничаю, и не за то, что там боюсь, да, там это быстро рано закрывать сделки, просто рынок азыр ушуну болуп атат да, мен күнүгө торгую активно. А карасам мурун мен мисалы 4-5-6 саатка чейин сделканы кармачумун да, чоңураак движение кармачумун. Азыр болсо ушинтейин десем эле мындай каждый полчаса или каждый час или новости меняются, то Трамп тигиндей сүйлөйт, то мындай сүйлөйт, короче, вроде бы технический жактан эртең анализ жасайм, думаешь, все уже бул уже исторически хайда жүрөт, болуп түшүш керек депчи. А новость чыга калды, не все же сразу вовремя успеваешь прочитать. Смотришь уже наоборот, да, тескери у тебя там шорт по меселе, уйдёт тет, как и стопом выбивает. Да? И потом только смотрю новости уже, оказывается, там какая-то новость вышла, да, допустим, хорошая, да, и австралийский доллар вот, отскочил, да. Вот, ну, то есть, поэтому стараюсь кыска кармап эле, где-то, даже мен дневник сделок жазып атам да, сделкаларын карасам эле, где-то 2 минута, 15 минут, ну, максимум меники 1 саатта жабылат да, сделка, максимум. А так көбүнчө даже 10-15 минут или 20 минут жабып атат да. То есть их коем, стоп коем, болду. Батарея. Как сказать, пункты, то есть, например, отсюда кирсем, или вот этого имбаланса, да, мисалы, мол, имя менен өлчөм да, так. Вот, например, короткая позиция, да, ушел менен соотношение с өлчөм, например, если мага риск, в принципе, устраивает, ну, то есть я готова потерять, допустим, так, $20, чтобы заработать там $40, да, например, так, допустим, до сюда, тут даже 2,5 палатки, да, уровень кичин. То есть я готов заработать, например, $25 против там, так, сколько это, ну, получается, 2,5 раза, да, это 12, даже меньше $12, да, допустим, минус. То есть потенциальной прибыли у меня будет в 2,5 раза больше, да, ну, даже если даже көрөк болсо, мисалы, на 2 к 1, мисалы, 2 к 1, да, то есть стоп-лосс у меня меньше, да, убыток будет, чем потенциальная прибыль. В принципе, ошондой сделкага мен даярмын, да, мен ушундай керек. Вот. В среднем, может, 2 к 1, иногда бывает 2,5, иногда 3 к 1 делим. Соотношение, егер көрсөм, жакшы эле, мисалы, мен чейин уренге чейин берсе, 2 к 1, 3 к 1, это вообще, ну, тоже хорошо очень. Ошондой сделкага кирем. Так, ну, ошондой аут боюнча дневк не дедим. Аут ошону айттым, то, что бул дагы, скорее всего, бул өсөт. Намуу эмеге чейин кичине эле калыптыр. Чуть-чуть совсем исторически. Ну, это не то, что исторически, по-моему, у него исторически намного дальше. У него вообще прям вон там, да. Вот, то есть бул ылдый жагында эле жүрүп тур, негизи месячный таймфрейм менен. Ну-ка, неделька. Неделька, она даже уже, в принципе, слом кылыптыр. Но вот так-то, видите, у нас недельный таймфрейм, да? У нас до этого был конкретно или нисходящий тренд был. Вот тут, видите, несколько касаний было. Раз касание здесь у нас, да, медведи начали продавать где-то, да, медведь в сад пятта, да, ну, тут плюс-минус здесь ложный пробой был, течет, берут дашки, это ванджока, ложный пробой. Вот, то есть у нас, видите, 3 касания, все, у нас уже тренд, и мол, жактан прям тренда линейную наебать, прям, вот это очень сильно закрепился, да, австралийский доллар. Ну, то есть пока у нас этот налог больше, да, шанс. Вдруг мол, жакта сопротивление палдет, на следующей неделе уж жактан без коррекции на некоторым, да, что жактан. На шорт сахать. Ну, тоже, когда надо имя бергендеч, бельги, да, именно, я хочу секиріп, анан түшөт дагы резко там 2-3 свеча кызыл, допустим, түшөт, могул жактан анан имбаланс пайда болот, мен ушу имбаланстардан жакшы көрөм да иштегендечи. И ошол жактан анан реакцияны текшерейм, мисалы, могул жакта. Так, имбалансты коеюнчу. Так, ФВГ, да. Вот ушул жактан имбаланстан если реакция берсе, жакшы, мен анда смело кирем, да, сделкага. Допустим, так, сейчас цена сюда полетела, скорректировалась, вот здесь хороший такой медвежий пин-бар чыгарды, узун фитильный, и üstünden чыгып калды. Я уже понимаю, все давление продавцов полда, цена, скорее всего, упадет, да. Ну, хотя бы так, где-то, ну, вот здесь у нас уровень барки может, да. В общем, 2 к 1 болсо, в принципе, я могу заходить. Так, вот тут ближайший уровень гечейн, плюс-минус, можно даже андан делить. Ну, вот тут, да. Вот, до сюда пошарите. Возможно, да, если соотношение 2 к 1 озакта укалса, это надо это просто на недельке смотрю, мисал катары, да, допустим, 15 минут, 5 минут, соотношение 2 к 1 озакта укалса, что уровень, да, даже вообще, это тоже хорошо, да. Так, шундой пока, будет пока. Так, и золото, да, основной мен торговать эткен актив был золотаны жакшы көрөм, жакшы эме, да, актив тез кыймылдайт, мисалы, валюта караганда, тез кыймылдайт, тез берет. Ну, конечно, тез алып коет, бирок эме, да, мындай уровендери жакшы иштейт. Имбалансы не всегда работает, золото ушундай, да, эмеси, кыялы, например, бир тренд башталса, допустим, вот здесь вот у нас лонговый прям тренд был, вот сейчас посмотреть на дневном таймфрейме, вот, видите, прям лонговый, да, у нас вот прям до этого аевали где-то паратет, учуп. Ну, здесь, правда, глубокая коррекция, потому что, вот 29 января как раз у нас, что у нас произошло? Британке произошло, ошондо хатут түшкөн, да, вот. Ну, в общем, и андан бери дагы пока максимум исторических хайда обновления кылабай жатат. Вот. Пока еще у нас коррекционные движения будут, да, вот.
И вот, получается, бұл лонговый тренд кетсе, мысалы, деп өйдегі, мол жақта толық тұра имбаланстарды қалтыра береткен, да, бұл золотан характер шундай екен. Мысалы, я вот часто такое было, мысалы, там, ну, допустим, вот здесь вот, вообще, давайте свечаларды. Вот здесь имбаланс работал, да, мысалы, засвечаларды чоң айтайыншы. Мына, мысалы, мол жерде, свечалардың ортасында, мына 1, 2, 3 деп санасақ, мына 3 свечадан тұрады, имбаланс. Оның ортасында чоңындай бір боштық бар. Ошо имбаланс, видите, сработал. Вот эта красная свечечка вот у нас, бычий, да, пин бар. Задела хвостиками и потом цена учу кетті. А вот часто она бывает, вот имбалансқа тиве кетверет, то ушундай емес бар, кыялы бар. Такое было, что имбаланс вот так отмечаю, бұл жаққа лимитка қойып қоямын, лимит ордер, да, чтобы сработала цена, когда спускается, чтобы меня зацепила и сделка открылась. А ештеке гелбеле учу кетеді, очень часто такое бывает. Я же былтыртан бері с марта месяца начала с золотом работать, я поняла, как характер шундай екен депчи, бір гүленсе кетер еткен депчи. Ну, вот здесь у нас тоже, в принципе, нет, тут у нас имбаланс не сработал, да, и вот здесь у нас работал, например. Тоже бұл жақтан реакция бердім, кішкене и өйдеу кетті, да. Так, еме бұяқта общий глобально қаранда, мына пока біздікі золото коррекционный движение вот так, өтеге қарай, знаете, бұл қачан, так, вот здесь вот у нас уровень сопротивления 4850 пеле, 60 қараған, вот ушул жерде уровень сопротивления қачан тешкенде, тешіп и үстінен бекіліп қалса, анда уже лонг башталды десек болады. Мысалы, свеча не просто там, допустим, раз свеча, да, потом дайте зеленый сделаю, там бычий свеча, да, это у нас зеленая такая. И вторая свеча, например, телом, если пробьет этот уровень 4850, да, 4860. Анда біз еще тем более вот эта свеча, экотем, допустим, нарисую, он так, анда узун пин-бар бар болсо, такие бычьи, да, хорошие пин-бары, да, с хвостиками снизу. Тогда это уже у нас признак, да, что вероятность очень большая была, и все вот. А если же просто был имеет колоссал, да, вещи, ой, не этот самый, наоборот, вот этот уровень, да, так, вот это 4800, ой, где тут у нас, да, 4850, да, 60. Вот, если уж уровень, да, просто свеча вот так пробьет хвостиком, да, вот здесь, вот у нас свеча, сейчас нарисую, это у нас медвежий пин-бар, да, джойна для курок меня нутеля. И вот это у нас тоже свечечка. Может быть, там подряд несколько, 2-3 свечи больше, медвежий пин-бар, да? Тогда вероятность илдыга, да, будет. Так что на следующей неделе, говорю, скорее всего, бұл қайра учып баратын, ол 4800-4850 ушу диапазонға, ушул жерден ана скорость реакция. Егер мондай медвежий шығарса, қызыл свечалар, да? Сейчас теперь красный. Вот тогда у нас будет вниз, да? Движение будем делать вниз. Так, ошондой, ладно. По золоту. Бұл негізі коррекцияны мол жақтан, видите, жақшы кеткен, да, негізі мен күтіп отқам. Так, мол уровеньді, егер, так, вот здесь у нас зеркальный уровень, ушул жерден кетіп тұр, да, жақшы реакция. Ой, блин, сейчас. Вот ушул жерден зеркальный уровень, то есть, видите, вот здесь до этого история, да, был тешалвали, уламали кетіп отқан, да, вот здесь, ну, тоже в эту область пыталась она чуть-чуть здесь скорректировалась, но вот здесь пробила, да, и вот здесь, ну, как ложный пробой ватары, кайра скатилась, но вот тут уже окончательно закрепилась, я могу уровень. Вот так далее цена плюс-минус ушул жерден тоже отскочила. И здесь мы видим отскочила, да, то есть ушул жақшы уровень 4377, 4300. Вот ушул уровень зеркальный. Ну, я вот ожидала, что ушул уровень, когда вот цена аевая куып кеткенде, это с конца января начала как падать, вот она с конца января. Ой, с конца февраля, да. Ошондо ойлогом, мол еще свеча жок болчу, узун фитиль менен. Мондай каты куулаткандай мен ойлогом, моуну да тешет. И потом следующий, так, у нас до 3800, по-моему, 3. Ой, где это у нас? Сейчас, минуточку. Вот, даже вот здесь 3900, 3800 по чейн, я, честно говоря, ожидала. Лимит когда упал, вдруг была чейн, вот здесь, ну, точно тоже вот здесь, этот самый зона чейн, так, это было у нас, так, ну, плюс-минус, сколько было там? Вот здесь, да, наверное. Нет, да, ушла ли зона начитым, да. А потом, когда мол свеча нарисовалась, я поняла, уже все, дальше это. Потому что мол свеча узун куйругу менен был уже толтра мол жактагы, сол жакта ликвидность, да, я снимать, да. Вот здесь ликвидность поснимала, да, здесь кто лом зашел. Вот тут поснимала. Вот. И что еще? Ну, бяка чейн, ну, в общем, нормально поснимала, да. Вот, уж что надо, мондай узун эмес чыкты, там кен аевай этот стоп-лосс жинағандан кейін цена сразу отскакивает, да, в обратную сторону. Ну, такой мощный отскок был, да, и здесь я лонговала. Так, ошондой на следующей неделе. Золото тоже аева чувствительный к новостям. Если по Ирану, по нефти, то есть Армузскому проливу жаман жаңылык чыкса, да, анда бул түшөт. А егер жакшы жаңылык чыгып калса, там переговоры, либо вообще прекращение войны уже полностью, уже там все договорились и так далее.
там плюс Ормузский пролив хотя бы, возможно, там разблокируют, тогда золото начинает, то есть начнет расти. Так, барны болотам бы, что-то не там да? Так, да, микрофон включила, оказывается, я только сейчас смотрю, вы, как зашли, там, наверное, да, зашли, микрофон включила всем, вот, егер сура берем десене беру, запись мен там, если что, вдруг там башынан көріп алсаңар, записьті көріп алсаңар будет. Так, все, ушел основной активтер, которым я торгую, бұлар жақсы, да, самые высоколиквидные инструменты торгую, да, зачем мне вот, там, не знаю, акции малоизвестных компаний, да, или какие-то экзотические валюты, да, зачем? Криптодан да мен уже полностью где-то қалған, бұл марттан бери я не работаю, я вот здесь на Форексе, да, алтын менен иштей баштадым, потом валюталар постепенно тоштадым. Здесь высоколиквидный болгон учет, то есть любой момент, любую секунду, миллисекунду, да, можно купить, продать, дегенде, да, ваш ордер моментально исполняется, да, нету такого, что там, допустим, вы лимит поставили, а у вас по вашей цене, которую вы поставили, нету, да, либо покупателя, либо продавца, да. И там, если даже чықса там, жаман баменен сатып саласыңар, төмен бамен, мысалы, криптода ушундай болчу, да, крипту купишь какой-то, ну, я тогда же не разбиралась, башында келгенде, и спонтол бир токендерди алып алчумун, купить-то легко, а потом, когда продаешь, вот, например, я ставлю определенный ордер, допустим, мынчадан сатам десем, сатылбайт, да, потом я месяц жду, там, смотрю, ладно, деп цену спускаю, ошондо да покупатель шықпайт, и, в общем, в итоге смотрю, и так вот у меня где-то 5-6 монет полностью соскамились, да, то есть 0 түшүп кетти, да, басыч, саталбай койдум, в общем. Ну, анча-мынча продались, в общем, такие малоликвидные инструменты не торгуйте, лучше. Вот золото, вот, ну, если силер новичок болсоңор, силерге достаточно, например, золото, ну и максимум там мир валюты, не знаю, евро, допустим, да, самый ходовой, или британский фунт. Вот, максимум 2 инструмента вам хватит. Даже один инструмент золото менен эле баштасаңар, уж он характерин, жүргөнүн, кандай жүрөт, да, как он реагирует, да, на всякие, ну, например, золото, оно не сильно реагирует на какие-то новости, там, ну, даже американские есть, там, пособие по безработице, там, еще что-то. А цена, как ФРС, процентная ставка, или что еще там, инфляция, да, то есть индекс по инфляции, или тем более геополитика, да, тогда оно, конечно, да, реагирует. Так, бренды, кстати, на прошлой неделе я начала первый раз. Эти жолы сделка, что нам было, да, нефть бойынша. Так, нефть бойынша, да, кстати, тоже нефть очень геополитика сильно зависит. Если, например, также у нас будет, да, напряженность, то есть запасы нефти сейчас в многих странах, Китай, Индия, говорят, потом, да, Австралия, потом еще какая-то азиатская страна, Таиланд. У них, оказывается, они очень сильно зависели от иранской нефти, и из-за того, что сейчас Ормузский пролив заблокирован, там считанные суда только пропускают, только несколько там дружественных стран, да, нефтетанкеры, на остальные, оказывается, не пропускают, да. И из-за вот этого кризиса, да, потому что нефть не поставляется в эти страны, там, оказывается, сильно выросли, и правительство этих стран, они нефть стали очень сильно ограничивать, да, вот. И что еще? Ну, то есть, ошондо, и плюс еще там Европа, да, Америка, да, нефтяные басы, то есть все, что связано с нефтепродуктом, да, бензин, керосин и так далее, тоже прям на 20-30% цены взлетели, и эти страны тоже начали своих этих, ну, как государственный резерв бортовой нефти, ошолорду уже начали использовать, да, вот. Ну, если Ормузский пролив также продолжится, да, заблокированный, да, Ираном, тогда, конечно, кризис будет большой, будет нефть дагусит, да. А егер эмки жумада да эме болот экен, говорят, нет, на этой неделе. На этой неделе ОПЕК плюс дейт, это организация, да, тоже не особо разбираюсь, как называется полное имя. Ну, в общем, ОПЕК плюс на этой неделе, оказывается, запасы нефти аева гоп чарштыр, да, чем ожидалось. Это не очень хорошо для нефти, видите, нефть на этой неделе упала. Вот, а егер запасы раз был полса, да, нефть усмек. Так. И, кстати, GER40, да, последний индекс айтана. Индекстерді қошып қойдым, мен өзім торгую только GER40 менен, NASDAQ, S&P 500 мен пока еще не торговала. Индекс это как корзины, да, допустим, вы там, не знаю, комплекс, там, целый комплект, то есть покупаете, да, например, там, целую корзину, там разные у вас, например, конфеты, да, или там разные акции, да, вот здесь это, по сути, как корзина из разных акций. S&P 500 был самый, крупнейший американский компаниялардың акциялары, да. Вот, ну, S&P 500 он тоже айда чувствительный, мол, сош башталгандан бери түшөлөп бараткан, анан кичине кече күнү эме чыгып калды эле, с прошлой недели уже чуть-чуть там начали новости, там слухи о попытке переговоров дегенде бул, мен байкадым, бул өсө баштады, да. Так, и мен буну торговать этпейм, бирок бул эме өйдөгө уже карап калыптыр S&P 500. Бирок тоже зависит, конечно, от этих, да, от переговоров, в итоге было жакшы. И S&P 500, NASDAQ тоже был 100 лучших технологических компаний Америки. Был далее өйдөгө карап калыптыр, был да ключевой уровень сопротивления сындырыптыр, дневкадан, если посмотреть,
Вот тут вот у нас был сильный уровень сопротивления. Вот тут, так, сейчас ушел жақта, да, плюс-минус. Вот ушел уровень, был уже сындырды и өйдігі кетті. Вот видите, бір свеча, екі свеча, да, уже бычий конкретно. Плюс еще здесь бычий имбаланс нарисовался. Вот имбаланс, вот у нас вот это свободное пространство, да. То есть прям цена, это означает бычий имбаланс, да, вот это свободное пространство, что цена прям моментально, да, она как бы улетела, да, здесь не было даже покупателей, продавцов не было, да, здесь только покупателей. Вот уж ничего нового, и бычий имбаланс образовался, будет ли это уже покупатель, да, все это, да. Вот. Бирок эмки жумада бул пятницада эми бул уже жабылат, скорее всего, бул өтө деле азыр движение для убыт. Ну, я думаю, в понедельник бул дальше продолжит рост, так, мол, эмеге чейин так уровеньге келип каптыр, почти уровень сопротивления. 25-285, да, 260 плюс-минус ушу зонага келет дагы, анан кичине коррекцияны күтөм, анан дальше көрөбүз реакцияны, да, эгер коррекциядан кийин мондай, тоже я смотрю, имбаланс, видите, имбаланска чейин келип ушул жерден реакция берсе, то есть мондай сыяктуу, типа, как сказать, вот такая бычья свеча, вот такая, либо вот такая, да, длинная такая большая свеча, да, уж сыяктуу могул жерден свеча берсе, анда скорее всего өйдөгө кетет, да. Так, так, где-то, ну, я не знаю, 26 чейн все успею. Сейчас у нас тоже такой рынок напряженный, чуть что сразу падает. Так, кто-то Трамп там чихнет, кашлянет, не знаю, что-нибудь ляпнет, все сразу, да, реагирует моментально. Ну, хотя бы вот ближайший, не знаю, 25-400, да, мол, сопротивление. Ну, возможно, если прям наявать, так что уже все, уже там переговоры, уже все, это самое, компромиссы и так далее, перед нелегисом, да, тогда я хочу 26-120, да, 100, да, где-то 115, 120. Вот. А егер жаман жаңылык чыкса, тогда бул уровеньден катуу деле түшүп кетиши мүмкүн. Ошондой. Так. И, кстати, технологическая компания NASDAQ бул эме, да? Эми айтышат, что бул более чувствительный даже, чем S&P 500 караганда. Мен на GER40 да эметем, торговать этем, часто бул аябай долго, помню, пока это жүргөн. GER40 торговать этсеңер, бул эме, мындай предсказуемый такой инструмент, характерин айтсам. Бир уровеньден уровеньге жүрөт, сен болжолдогон уровеньге койсоң, могул жакта вообще прям боковик был, да, ну, такой. Давайте вот так отмечу. Плюс-минус шумный боковик. Тут у нас сложным пробоем, да, видите, двойная вершина, бир вершина, и вершина, да. Вот. Ну, здесь еще тоже у нас выход за канал был тур. Так, у нас здесь тоже закрепление, да, за канал. Если посмотреть, такой у нас выход за канал на бекет паттыр. Вот, видите, у нас какие бычьи пин-бары, вот это с длинным хвостиком здесь. Вот здесь тоже бычий пин-бар. То есть это показывает, что покупатель сильный, да. Про кайрале эмки жумада понедельникте, скорее всего, без көрөбүз да, сопротивление жанында борьбаны көрөбүз. Вот здесь у нас уровень есть сопротивление, да. Ушул жакка цена келет, бул жактан же түшөт, же болбосо эгер покупательдер аябай көп болсо, сильный болсо, анда тешет да, дальше кетет, уровеньдерге чейин, 25-500 чейин. Вот. Если покупатели будут слабые, да, вот здесь уже начнут продавать его, да, очень много продаж цен, да, вот. Счет, ну хотя бы ближайший мой уровень чейн. Так, здесь у нас раз уровень есть, 22 950 чейн даже чуть-чуть. Ну, 22, ну да, в принципе, возможно, да. А так, чейн даже вот здесь уровень баркен маленький, 23 203, 23 300 где-то, 23 250. Вот ушел. Так, кандай. Болтуга барный айтым буш керек. Так. Еще такой вопрос есть. Вы только по одной стратегии работаете, только СНР и все? Нет. Я сочетаю и ICT, да, вот эти снятия ликвидности, и Smart Money, и классика, СНР, которая, и Price Action, то есть свечной анализ хлам, да, я в комплексе все. А вот сейчас прям везде толдычат про вот эту вот стратегию миллиметрика. По ней не рассчитываете, да? Я еще ее бир жолу карагам, мага видосик отправили, карадым, в принципе, надо пересмотреть, я что-то подзабыла, я так поняла, там, сколько пунктов жүрсе, потом делишь на 2,6, да, потом уже пункт перевьешь, да. Это не есть миллиметрика, получается, да? Нет, подождите, это я забыла, да, это не миллиметрика, это 2,6. Про 2,6 это, по-моему, не миллиметрика, это калькулятор. Это называется математика, называется, да, я вспомнила. Да. Ну, очень много стратегий, на самом деле, она башня. Ну, я на самом деле где-то около, наверное, 15-20 знаю, бирок использую по факту, вот, который мне помогает, и хорошую эффективность, высокую ну, как бы высокий показатель. Да, 2-3 стратегии максимум использую. Просто вот сейчас про миллиметрику очень много говорят, и говорят очень много хорошего.
Ага. И я думала, может быть, у вас есть там какие-нибудь Ага. наброски, не знаю, там. Я пока нет, не знаю. Пока нет, да. Пока Все, еще не спасибо. знаю. Ну, у меня, в принципе, вот эти, да, СНР зоны, то есть вот эти, да, зоны поддержки сопротивления боевые. Это СНР, это же есть зона поддержки сопротивления, только где была реакция, да, вот здесь реакция была, здесь реакция, все, здесь у нас вот эти свечи, такие вот равные хаи, где равные лои образуют, это у нас СНР зоны, да, например. Ну, то есть СНР, анамонда, снятие ликвидность, вот эти манипулятивные свечи, вот фонда, зону, да, фитилерную. Потом по смарт-мани, ордер-блоки, имбалансы, вот эти вот зоны, да, вот ордер-блоки плюс имбалансы. Шел орден, мы не читаем активно. Угу. Все, спасибо большое. И Спасибо. вот, да, не за что. Кстати, в понедельник стартует обучение, у меня небольшая офлайн группа, если что, Кошу вы можете потом спросить в WhatsApp, подробно поговорим. Вот. Так, ну, Да, в принципе, хорошо. и, кстати, да. Ну вот, на этой неделе, в принципе, я тоже активно поторговала. Ну ладно, я уже сейчас высота наш кетер, время уже поджимать. Думала просто пару сделок показать. Так, вот, в общем, она дневник джазглала. Если вы, кто из вас торгует активно, вот неделю, хотя бы там, неделю таком в день, хотя бы там, ладно, 5-6 сделок, одну-две сделки джазгла, да, например, вот такой. Или, допустим, как сказать, один дневник у меня сейчас, может, вы видели, Эмитен Гуртумарвел, наверное, мастер-класс Нанчи. Ну вот, Ушинты Толтуранда, например, это вот, я сегодня другой дневник открыла, я мало минуты пошла на телефон, да? Вот такой как пример, я, вот видите, прям писала вот все. Это 23 марта, потом 24 марта, 25-26 не работала, 27 вот 3 сделки открыла. Ну, в общем, видите, каждый день сколько там, допустим, прибыль, вот это я писала, депозит столько-то, короче, это я у меня один небольшой депозит, $300, да, 295 там по штагам депозит ушел. Ну, сейчас я его разогнала побольше, конечно, ушел, сейчас мне 700 с чем-то, да. Еще второй есть небольшой депозит, там тоже 300. Вот уже джазгам полностью, видите, число, открытие, это процент, сколько от депозита, вот видите, процент от депа, да, и так далее. Она, точки входа-выхода, ну, здесь стопы я столбик-то забыла, я потом позже добавила, уже написала. Вот стоп конча урдом на стоп-тор, минус тар и так далее. То есть уже 50 джазгам наоборот, Сергей Джакша, зато вы будете отслеживать, вот, и вот тут вот стратегия менеджера, потом вот здесь я скриншот тут чувствую, да, тоже. Даже психологию, да, что я чувствовала в этот момент, уверенность или чувство фома, да, и так далее, страх. Вот, что. А у вас ссылки нету на такое, на этот дневник? Я вам могу вот этот дневник поделиться, это, в принципе, я уже его не использую, ну, другую там таблицу открыла, я туда пишу свои сделки. Я вот в день где-то от 2-3, иногда до 5 сделок делаю, но это редко до 5, ну, в основном где-то 2-3 сделки, иногда бывает там сильно занято. Это экселевская программа или там другое? Это Google таблица, вот Google таблица. Google таблица, все, поняла. Да, поделитесь, хотите посмотреть. Или вы сами, да, можете ставить, в принципе, ничего такого. Ну, я просто не вижу, что там надо писать, я просто не знаю, она канделса давай, Да, давайте я вот этой таблицей поделюсь в группе, да, вот этой группе. Все, спасибо. Она на изюмор в этап, что надо добавить, что не надо, берете. Так. Спасибо. И, в принципе, я думаю, это, да, завершаем или вопросы есть? Вопросы Босова я выберу. А вы молодец, Алия, очень активная, да? Так, вы когда хотели подойти, говорите? Что-то не запамятовала. Завтра или хотя бы что ли? И ладно, давайте по WhatsApp. Так, да, Суробар. В понедельник теме на обучение баштам. У меня там мини-группа, 3 человека. Ну, если хотите, 4-й подключайте. Так, сейчас. Горнутау экран отвечала. Так, экран видно, да, вроде? Вот так вот у нас. Ну, вот видите, азыр, по-моему, затишье болып қалды, на алтында да затишье. То есть уже саат 9:30, 10:00, вот видите, время по Бишкеку уже. Все, уже рыноктар, фондтор чыгып кетти, иградан, так скажем, да, крупные фонды, банки, да. У нас волатильно слабые уже. Ну, это, в принципе, еще более-менее. А то иногда бывает, мондай, кичнекем, да, или узкий лебед, пока их такие палат, там невозможно работать. Ну, нельзя в пятницу вечером лучше сделать Ачпалеву ланки, не суббота, воскресенье, да, будем чапак палата, и она лишняя комиссия только классная, своп деген бар, а это в 2-3 раза повышенная комиссия. Я редко очень оставляю на ночь сделки, на выходные, иногда бывает, ну, точнее, редко бывает. Стараюсь в течение дня закрывать, чтобы лишней комиссии не платить. И для меня психологически комфортно, я спокойно сплю, да, когда у меня сделки закрыты, сарсанабовые, да, крепко сплю. Вот, и лишние деньги брокеру не хочу отдавать. Так, парни, также еще есть, если хотите, сигнал-канал, да, готовый сигнал-канал, там сразу точка входа, точка выхода, логика, да, почему захожу в эту сделку.
Если что, группада да менеджер номері бар, же мага жазсаңар болот. Суроо барбы? Так, Назар, да, все, да, Станислав? Угу, те же самые, все микрофон включил. Ну, давайте сейчас 10 секунд жду. Нет, я все предельно поняла. Спасибо. Угу. Хорошо, спасибо. Хорошо, всем спасибо большое за уделенное время. Так, мастер-класс Фагеля Алвагандар, не переживайте, этот старт группа да бар, записки чергтымана закрепила, закрепты группа, еще закрепты сабактар да бар. Өтө деле көп эмес, где-то 10 чактадай сабак бар, 10-12 сабак. Плюс дагы буюрса жүктөйм. И мастер-класс где-то через недели 2, наверное, 3, скорее всего, будет, да? Ну, заранее напишу в любом случае. Так, мастер-классқа келгеле тоже мындан кызыктуу класс. Мы, кстати, вчера не успели поторгать, потому что время очень сильно поджимало. А так до этого я 2 раза мастер-класс проводила, мы прям живую там разбор делали сразу же, анализ кылып, и заходили и торговали. И там, ну, правда, на демо барын киргизген, на демо там все заработали. Ну, то есть 2 раза так было. А вчера просто офис надо было освободить срочно, поэтому мы не успели. Я вот на следующий ваш мастер-класс пойду, но я хочу очень сильно, чтобы был там это живая торговля. Да, я же всегда, ну, то есть и до этого 2 раза делала, а вчера не получилось. Вчера еще точки входа нормально не было. А хотя, мындай, башка активтерди деле, кроме золота, карап курсом болмок. А вчера, смотрю, ты администратор начал на время уже указывать, все, типа, в общем, чуть ли не это, гонять. И ушел. Ладно, тогда я всем спасибо, всем приятных выходных и всем с новыми силами буюрса эмки жумада баштайбыз, кто там своим делом, да, кто трейдингом, в общем. Всем желаю успехов. Спасибо, и вам тоже. Хорошо, давайте записи скину. Чуть позже.